Вот здесь работа, научный проект по удмуртской мифологии, которые работали мы по инициативе Кузьмы Ивановича Куликова. У профессора Кузьмы Куликова особый дар, рассказывает Надежда Шутова. Он чувствует перспективные научные исследования. Вот и с темой докторской диссертации помогал определяться Надежде. Именно Куликов 43 года назад принимал ее на работу в Удмуртский институт истории, языка и литературы. Он мог быть зол на тебя. Но, например, где-нибудь, если ты хорошо выступил, он сидел и гордый, что это мой сотрудник хорошо выступает. Поэтому вот это у него очень хорошее качество. Кузьма Иванович болел душой за историю этого края, за культуру удмуртского народа. Он все очень близко воспринимает сердцем, по-другому не может. Судьба Куликова никогда не баловала. Родился в 1937-м, год массовых репрессий. «Дело Софин» – одна из 300 научных работ Куликова. Стала основой международного проекта по изучению репрессий финно-угорских народов. Сам же профессор из крестьянской семьи. Во время войны маленькому Кузьме довелось пережить голод. Было действительно очень тяжело и страшно, вспоминает Куликов. Все время чувство голода, в общем-то, переживал. И, конечно, я знал, где грибы, где лекарственные или съедобные травы и коренья. Я все ел. 2 раза отравлялся. И, конечно, мне хотелось вырваться, что бы то ни стало из этой жизни. Уйти и найти себе дорогу и стать каким-то большим человеком. Честолюбием это называть нельзя. Это было, в общем-то, тактикой выживания. После службы в армии поступил в Ижевский сельскохозяйственный институт. После закончил высшую партийную школу. В 70-е годы Куликова приглашают работать в областной комитет КПСС, где заведовал отделом агитации и пропаганды. Тогда же, в 70-е, публикуется его первый сборник рассказов «Белые тропы». Его герои такие же, как и он сам. Искренне, приветливо и всем сердцем любящие свою родину. Но главное детище Куликова – институт. Он возглавлял его 30 лет. Все, чем он занимался, все он делал с любовью. Причем настолько его энергичный характер, иногда очень такой неудобный. И его ужасно раздражало, если люди работали равнодушно. Если они не хотели работать и не принимали, в общем-то, близко к сердцу, то те проблемы, те темы, над которыми они работают. Стены этого института, они созданы его головой, его мыслью, его энергией и его руками. Мне кажется, судьбой для всего нашего института, поскольку, будучи практически 30 лет, будучи руководителем института, Кузьма Иванович Куликов сделал самое главное для удмуртов и для Удмуртского института истории, языка и литературы, это то, что в 1988 году наш институт вошел в состав Академии наук Советского Союза. Сотрудники, они на новый уровень вышли. То есть, когда ты начинаешь делать монографии, когда ты начинаешь проводить серьезные исследования, чтобы соответствовать уровню Академии наук, да, и это до сих пор сохраняется. 8 ноября Куликову исполняется 85 лет. Все, что задумал в детстве, Кузьма Иванович смог осуществить. Он стал не только известным российским ученым, но и почетным гражданином Удмуртии, истинным патриотом своего отечества. Светлана Буланова, Юрий Дроздов. Новости.